2022 года в Нюрбинском районе реализуется муниципальная программа по асфальтированию улиц сельских поселений. Данный пилотный проект был разработан совместно с муниципальным районом Нюрбинский район, акционерным обществом РИК «Автодор», а также Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Общая сумма бюджета составляет 195 миллионов рублей, из них 98 миллионов рублей будут направлены из Дорожного фонда Якутии. На сегодняшний день, считая с 2022 года, было заасфальтировано 5 улиц в 4 муниципальных образованиях Нюрбинского района. Всего до 2026 года в 7 сельских поселениях Нюрбинского района планируют заасфальтировать порядка 10 километров дорог. Работы будут выполнены в селах Сюля, Чапанда, Антоновка, Нюрбачан, Едей, Дикимдя и Тюмюкском наследии. Дорожные работы проводятся методом ресайклинга, что позволяет за предусмотренные средства вводить дороги большей протяженности. Для муниципальных дорог это в новинку. Технология холодного ресайклинга позволяет обновить старое дорожное покрытие и стабилизировать грунты. Но при этом производится фрезерование старого покрытия при помощи дорожных фрез, добавление в смесь вяжущего и при необходимости свежего щебня. Для реализации проекта и была разработана муниципальная подпрограмма развития автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов Нюрбинского района на 2022-2025 годы. Комплексная муниципальная программа развития дорожного хозяйства Нюрбинского района на 2020-2025 годы. В 2021 году мы совместно с Минтрансом разработали пилотный проект развития автомобильных дорог сельских поселений. И в эту подпрограмму попали поселения, которые лежат вблизи от федеральной трассы. Это Нюрбачан, Сюля, и Чапанда, Октябрьский наследие, Замархой, там Мар, Юдей и Кангаласы, получается. А с прошлого года, с 2022 года, мы уже начали этот проект осваивать. И в прошлом году мы асфальтировали улицы поселения, это Чапандинский, одну улицу, а в Октябрьском наследии одну улицу и в Сюлинском наследии. И в этом году тоже продолжили эту работу. И сейчас уже заканчивается в Нюрбачанском наследии и в Октябрьском наследии. Улучшение качества дорог всегда остро стоял в Нюрбинском районе. Особенно в этом нуждаются отдаленные наследия. Руководство района, учитывая необходимость улучшения логистики, пожелания жителей района, особое внимание уделяет именно ремонту дорог. Так, за счет районных и республиканских бюджетов ремонтируются и межпоселенческие муниципальные дороги. Последние годы, мы очень много работ проведено в этом направлении. Введены в дороги в объеме где-то более 100 километров. И каждый год стараемся увеличивать эти темпы. Да, этот проект очень необходим для Нюрбинского района. Мы в 2027 году будем проводить у себя спортивные игры. И эти мероприятия приурочены к этому событию. В этом году работы по асфальтированию сельских улиц продолжаются. Сегодня работы ведутся в Октябрьском наследии. О том, как ведутся работы, нам поподробнее расскажет начальник АБЗ Нюрбинского района Владислав Васильев. Владислав, добрый день. Давайте поподробнее расскажем нашим телезрителям, как на сегодня ведутся работы по асфальтированию улиц, каковы объемы в этом году. Добрый день. В этом году сделали проведение работы по асфальтированию улицы Николаева в селе Нюрбачан, а также ведутся работы по асфальтированию Теленкова, село в Октябрьском наследии. Общий объем работ там в Нюрбачане 1242 метра, тут на Теленкова 952. А сколько техник привлечено для работы, сколько людей работает? Всего в бригаде 3 самосвала.
один асфальтоукладчик и 2 погрузчика, а также асфальтобетонный завод сам. А с чего вообще начинаются работы по асфальтированию дорог? Я так понимаю, с подготовки дорожного полотна, да? Да, Давайте поэтапно расскажем. Во-первых, ведутся работы по профилированию, по восстановлению профиля земляного полотна. А также тут предусмотрена стабилизация и регенерация с обогащением цементом. И дальше уже само дорожное полотно, а также обочины. А какие сроки у вас? Допустим, вот сегодня вы работаете на улице Селенкова, протяженность у него достаточно большая, и за какой срок вы должны вложиться? Ну тут по срокам у нас, по идее, в октябре месяце срок сдачи, а асфальтирование планируем закончить уже на этой неделе. Ну, я как смотрю, вы уже как опытные люди уже ускорились, да, если вот сравнивать с 2000, я, если не ошибаюсь, с 2008 годом, когда вот на Степана Васильева вложили асфальт. Сейчас насколько быстро ведется работа, или, может быть, техника более-менее лучше стала? Ну это все в совокупности, и техника, и мы набираемся опыта как бы. Ну тут, да, производительность техники повышается, а также навыки сами тоже отрабатываем, каждый год улучшается. А в прошлом году в каких наслегах работали? В прошлом году также в Октябрьском наслеге одна улица была, а также село Чапанда и Сульцах. Ну, вы, как люди, работающие на дорогах, да, вот, наверняка сами наблюдаете итоги вашей работы, насколько улучшается качество дорог в сельских населенных пунктах и насколько это вообще значимо, улучшение качества дорог. Ну, я сам, как автолюбитель, очень доволен, что именно в Нюрбинском районе ведутся такие работы по улучшению и ремонту автомобильных улиц и дорог. Вот. А насколько процесс ускоряется в связи с тем, что есть у нас свой асфальтобетонный завод и он расположен достаточно близко? Ну, это только плюс, можно сказать. И какие объемы он выполняет? В сутки, допустим, хватает ли, успевает ли завод предоставлять вам материалы? Да, у нас производительность завода по факту около 70-80 тонн в час, и этого достаточно как бы на таких объемах. Уже в сутки, ну, в смену выдаем где-то около 400-500 тонн. И в итоге, в конечном, какой асфальт должен быть здесь? Ширина, толщина? Так, именно вот в населенных пунктах по программе этого у нас ширина проезжей части 6 метров и по 1,5 метра обочину, если не ошибаюсь, там уже в этом надо посмотреть. В 2020 году на территории Нюрбинского района был установлен асфальтобетонный завод, и его производительность составляет 70-80 тонн в час. Непосредственно отсюда асфальтобетонная смесь поставляется на место работы, и такие объемы работ полностью удовлетворяют требованиям дорожников.
Дорога протяженностью в несколько километров, проложенная там, где в ней остро нуждается местное население, подчас способна заметно улучшить качество жизни людей, а в некоторых случаях дать толчок развитию района и региона в целом. И речь идет не только о промышленном росте, который безусловно важен для республики, но и в воплощении в жизнь ключевых социальных программ, сформированных правительством страны и республики. Взять, к примеру, национальный проект «Демография». Не секрет, что рост численности населения в ряде районов часто тормозит отсутствие или нехватка детских садов, школ и удобного, безопасного круглогодичного подъезда к общеобразовательным и детским учреждениям. То есть дороги являются частью других проектов. Они, по сути, интегрированы в них. Следовательно, ремонт и строительство дорог входят в комплекс решаемых различными проектами и программами задач.